Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Постой, паровоз, не стучите колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. В ночь на 1 декабря 2002 года здесь, в поселке Юдино на окраине Казани, произошли события, которые еще много лет будоражили местных жителей. Ночью возле этого памятника паровоза обнаружили тело молодого мужчины. Поселок Юдино. До 1918 года здесь, по ходу движения железной дороги Москва-Казань, находился поселок Красная Горка. По заданию Владимира Ленина он был переименован в Юдино. Это первый в России населенный пункт, названный в честь героя гражданской войны. Ян Юдин командовал латышскими стрелками, которые сражались на стороне Красной армии, и был убит здесь осколком снаряда. Железнодорожное депо, которое было построено в 1914 году, надолго определило путь развития поселка. Большая часть жителей работала в депо и на других железнодорожных предприятиях. Во время Великой Отечественной войны в Юдино создавали бронепоезда. Эти составы с артиллерийским и пулеметным вооружением участвовали в боях в полосе железных дорог. И по сей день Юдино – крупный железнодорожный узел. В России несколько десятков локомотивов-памятников. Вполне естественно, что один из них в Юдино прославляет нелегкий труд местных железнодорожников. На постамент поставили советский магистральный грузовой паровоз, разработанный в конце Великой Отечественной войны. Он выпускался с 1945 по 1955 годы и был признан одним из лучших локомотивов. Локомотив использовался на всей сети железных дорог Советского Союза, а конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией. За этими локомотивами закрепились поэтические прозвища «Лебедянка» или «Лебедь» в честь конструктора Лебедянского. Из мемориальной таблички можно узнать, что данный конкретный паровоз серии Л 1591 работал в локомотивном депо Юдино до 1961 года. Но для жителей ближайших поселков это не просто исторический памятник, своеобразная ось координат, перекресток дорог и для кого-то последняя точка пути. На местную станцию скорой помощи зашел мужчина и сообщил, что на перекрестке дорог поселков Юдино и Залесной недалеко от памятника паровозу лежит человек без признаков жизни. Туда сразу же выехала бригада скорой, руководители районных правоохранительных органов, следственно-оперативная группа. Труп лежал на обочине дороги примерно в 100 метрах от памятника. Мужчине на вид было 25-30 лет. Одет по погоде, дубленка, свитер. Документов на месте происшествия не нашли. Множественные ножевые ранения на спине и груди не оставляли сомнения, что это насильственная смерть. На свежем чистом снегу остались бурые пятна и следы волочения. Сразу же было возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственно-оперативной группы начали поиск улик и свидетелей, поквартирный и подомовой обход в соседних населенных пунктах. Личность погибшего быстро установили. Это был житель поселка Залесной, 25-летний Сергей Шишкин. По характеру Сергей был спокойный, очень общительный, друзей у него было много. Был женат, но с женой поссорился и жил с нами. Работал он охранником в развлекательном комплексе. В поселке у Сергея никаких конфликтов ни с кем не было, долгов у него не было, врагов тоже не было. Спиртные напитки редко употреблял,
Ну, если уж и выпивал, то вел себя спокойно. 30 ноября Сергей пришел домой около 6 вечера. Было как обычно, ничем не огорчен, не озабочен, трезвый. Послушал музыку. А в 8 вечера оделся и ушел из дома. Когда уходил, попросил меня завести будильник, потому что утром на работу рано нужно было. Больше я его не видела. Следственно-оперативной группе быстро удалось выяснить, что в последний раз Шишкина видели вечером на дискотеке в Юзино. Это уже была реальная зацепка. По субботам в местном дворце культуры железнодорожников собиралась молодежь всех окрестных микрорайонов и ближайших поселков. Для многих это было главным событием недели. Приходили отдохнуть, познакомиться, потанцевать. Конфликты, как водится на танцах, вспыхивали постоянно. Почему молодежные дискотеки часто заканчиваются драками? Молодость, страсть, соперничество, любовь, алкоголь в конце концов. Но на дискотеке в Юдино был еще один очаг напряжения. Общественно-криминальный, если можно так сказать. Многие парни из окрестных поселков состояли в разных организованных преступных группах. И любой косой взгляд мог стать бигфордовым шнуром взрыва. Стоило только поднести спичку. Печально знаменитый казанский феномен, разгул молодежных банд в столице Татарстана, затянул преступной паутиной и окраины города. В начале 80-х годов вокруг Юдина образовалось целое криминальное кольцо. Беляевские, Восточинские, Салиховские, Казаевские, Западка. Рабочая окраина, обычные семьи. Родители на работе, где-нибудь там железнодорожниками работают, допустим, в Юдино. Все крутится вокруг небольшого там рынка. Как и любой такой вот территориально, скажем, отдельный, в то же время и зависящий от Казани поселок, в это время он был очень криминальным. Вербовку новых солдат криминальных войн начали уже в подростковой среде. У Беляевских было 3 возрастные группы: шелуха от 12 до 14 лет, молодые до 20 лет и старшие. В зависимости от возраста группировщики сдавали определенную сумму в общак. Деньги при необходимости шли на адвокатов, на поддержку друзей заключенных и другие неотложные нужды. Крутые парни группировки Беляевские из одноименного поселка считались среди всех юдинских ОПГ главными беспредельщиками и отморозками. Старшие члены группировки приучали молодых бить врагов так, чтобы причинить максимальные физические увечья, избивать до полусмерти. В ход шли обрезки арматуры, биты, болты железнодорожных рельс, ножи. С Беляевскими старались не связываться. Беляевским и компании противостояли бригады из Залесного, соседнего поселка рядом с Юдино. В частности, ОПГ «Мопедовский», названный так по кличке своего лидера. Крупные стычки и мелкие потасовки были обычным делом. Войны между соседями не затихали годами. Члены группировок вступали в прямые, а порой кровавые конфликты. Все участники группировки, входившие в Юдинский союз, хорошо знали друг друга. Война фактически была с ОПГ «Залесный». Занимались поджогами магазинов, избивали проституток, крали груза у дальнобойщиков, требовали с них дань. Оперативно-следственная группа выявила тех, кто мог быть свидетелем конфликта. Выяснилось, что Сергей Шишкин приходил на дискотеку с приятелем и девушками. И вроде бы во время дискотеки было какое-то недоразумение с Беляевскими. Но драки не зафиксировали. В полночь танцы закончились. Шишкин все в той же компании приятеля и 2 подруг пошел домой в Залесное пешком. Возле памятника паровозу их догнала группа парней. Началась драка. Свидетели разбежались. Что было дальше, никто из них рассказать не мог. Или не хотел. В таких поселках все знают друг друга. Родственники, друзья, одноклассники, соседи живут бок о бок и связаны множеством нитей. Можно постучаться в любую дверь и получить помощь. Или наоборот, запугать, ведь спрятаться или уехать некуда. После убийства у памятника паровозу жители шушукались. Кто-то что-то знал или слышал. Но рассказывать следователям подробности никто не спешил. Свидетели были напуганы. В 2002 году подходили люди, потому что Беляевские в то время были в авторитете в поселке Юдино, и нож к горлу приставляли и говорили молчать, ничего не говорить, и что свидетель никто ничего не видел, не слышал.
поле зрения оперативников попали члены ОПГ «Беляевские» с кличками Никиша, Мазепа, Феликс, Таракан, Суслик. Все они были на дискотеке в ДК железнодорожников в тот злополучный вечер. Их задержали. В домах провели обыски, допросили родных и знакомых. Но у всех подозреваемых оказалось алиби. Никаких улик найти не удалось. Уголовное дело было приостановлено. Подозреваемых выпустили из СИЗО. Сергей Шишкин нашел свой вечный покой, а его убийцы так и остались безнаказанными. Прошло 10 лет. В 2012 году в Следственном управлении Следственного комитета России по Татарстану появилась новая оперативная информация. Кого-то из свидетелей замучила совесть, или кто-то из группировщиков проболтался по пьянке в бане. Пусть это останется, так скажем, тайной следствия. Но давнее расследование об убийстве возле памятника паровоза в Юдино встало на новые рельсы. Уголовное дело было возобновлено. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. В деле вновь появились фамилии тех же людей, которых задержали 10 лет назад, сразу после убийства Шишкина. Под подозрением оказались члены бригады «Беляевские» Евгений Никишин по кличке Никиша, Ильшат Фатыхов, он же Феликс, Алмаз Зиннуров, Мазепа, Риналь Хамидуллин по кличке Суслик. Вся четверка была задержана и заключена под стражу. Сказать, люди очень удивились, потому что по прошедшей, грубо говоря, 10 лет к ним приехали сотрудники милиции неожиданно. Но убийство, как говорится, на срока давности она не имеет. Как выяснили следователи, вечером 30 ноября 2002 года Сергей Шишкин встретился со своим другом в бистро. С ними были две девушки. Молодые люди посидели, выпили и решили идти на танцы в Юдино. В ДК железнодорожников вовсю гремела музыка. Компания из Залесного стала танцевать. И на первый непосвященный взгляд все было достаточно мирно. Но, как выяснилось позже, пожар ненависти уже начал разгораться. Суть конфликта, конечно же, не была чисто личной. Контроль территории, раздел сфер влияния, устрашение и, главное, защита преступных доходов. Вот ради чего были все эти криминальные войны. В тот период криминальная война за сферу влияния между мопедовскими из Залесного и Беляевскими из поселка Беляевский была в самом разгаре. На дискотеке Никишин подошел к Шишкину, специально толкнув его плечом в грудь и сказал, чтобы он проваливал с их территории. Завязалась словесная перепалка. Позже разъяренный Никишин заявил подельникам, что надо показать силу и отомстить Шишкину и его приятелю, чтобы другим их друзьям и товарищам из Залесного неповадно было появляться на чужой земле. Допросы, очные ставки, улики, экспертизы. Сотрудники следственно-оперативной группы по крупицам восстанавливали события последней ночи в жизни Сергея Шишкина. Свидетели заговорили и начали сотрудничать со следствием. Шаг за шагом удалось восстановить весь путь погибшего от ДК железнодорожников до памятника паровозу. Дискотека закончилась в полночь. Кто-то уезжал на машинах. Шишкин с другом и девушками пошли домой в Залесный пешком. Прошли знаменитый памятник паровозу. Ночь, тишина, мороз, лес, приятная компания. На шум автомобиля где-то поблизости внимания никто не обратил. Вдруг из-за поворота дороги выскочили парни, 5 человек. Это были те самые Беляевские с дискотеки. Удары наносили безостановочно. Вскоре друг Шишкина затих на асфальте, решил притвориться мертвым. Кто-то из нападавших сказал: «Все, мы его убили». Так как после нескольких ударов по голове, а голова у нас жизненно важный орган, он остался лежать на асфальте и остался живых. А второй потерпевший, он занимался восточными единоборствами, поэтому давал довольно-таки хороший отпор нападавшим. В связи с чем было принято решение
всей стаи напасть на одного. У главаря был нож, и он приказал держать за руки, за ноги, после чего расправился с потерпевшим. Я видел, что Сергея удерживали за руки и куртку, не давая ему возможности встать с земли и оказать сопротивление. Затем Никишин вытащил из кармана нож. Описать его я не могу, так как прошло много времени. Никишин сказал нападавшим, что пора его валить. В ночном свете луны мелькнуло лезвие ножа. Удар и еще. Позже на теле Сергея Шишкина эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения. Парень захрипел и перестал сопротивляться. Он упал на проезжую часть. Нападавшие снова нанесли ему несколько ударов по телу, стараясь отодвинуть поближе к обочине, а потом, как дьяволы смерти, растворились в ночи. Когда все стихло, девушки стали звать парней. Из леса вышел только один из них, весь в крови. Сергей Шишкин так и остался лежать неподвижно на асфальте. Почти сразу же на ночной дороге появился темный автомобиль. Подруги крикнули приятелю, чтобы тот бежал в лес. Машина остановилась, выхватив фарами фигурки девушек. Из восьмерки вышли двое беляевских. Они схватили испуганных подружек. К спине одной из них приставили нож. Подъехала темная машина, и из нее вышли беляевские. Мы с подружкой закричали, что никому ничего не скажем. В это время один из беляевских из машины крикнул, что знает нас и чтобы нас не трогали и отпустили. Парни сели в машину и уехали в сторону Юдина. После происшествия старшие посоветовали всем, кто участвовал в нападении, придумать себе алиби и найти свидетелей среди знакомых. Девушкам пригрозили физической расправой, если они будут давать показания. Других свидетелей тоже припугнули, чтобы они ничего не рассказывали на предварительном следствии. Расследование стало пробуксовывать. Работа, еще раз работа с людьми – это очень тяжелый труд. Это вот, честно, каждому человеку, который, как бы сказать, живет в таком поселке, каждому человеку объяснить, что необходим сотрудник, это очень большой труд. Надо до него донести это. Свидетели, конечно же, боялись даже на протяжении 10 лет, потому что знали, что фигуранты находятся на свободе. Было принято решение о задержании данных фигурантов, чтобы свидетели уже не боялись ни за свою жизнь, ни за своих детей, потому что время уже прошло. Вот. Как только фигуранты уголовного дела, обвиняемые наши, оказались заключены под стражу, свидетели действительно начали говорить. Никому ничего об этом ранее не рассказывал, в милицию также не обращался, так как боялся физической расправы. Повторюсь, поселок Юдино очень маленький, все обо всех все знают. Данных людей я знаю со слов своих знакомых, как очень жестоких, способных на любые подлости. Сейчас, по прошествии длительного времени, я чувствую себя в безопасности, и произошедшее не дает мне покоя. Поэтому, когда сотрудники милиции нашли меня, я решил рассказать обо всех обстоятельствах. В 2012 году собранных следователями и оперативными сотрудниками улик, фактов и свидетельских показаний оказалось достаточно для того, чтобы закончить расследование. Обвиняемые всячески препятствовали этому. Писали жалобы во множество инстанций на действия сотрудников полиции, пытались оказывать давление на свидетелей и потерпевших. Они считали, что, как и 10 лет назад, они выйдут. Плюс ко всему, я не исключаю тот момент, что им пообещали еще и денежные компенсации за то, что следствие их незаконно удерживает. У каждого был договорной адвокат. То есть деньги были, определенные мысли у них были. Сейчас задержали, так же, как и 10 лет назад, отпустят, извинятся. Но не получилось у них. Дело было передано в Верховный суд Татарстана. По требованию подсудимых процесс шел с участием присяжных заседателей. Им предстояло определить степень вины Евгения Никишина, Ильшата Фатыхова, Риналя Хамидуллина и Алмаза Зиннурова. Еще один участник драки у паровоза памятника смог избежать наказания. В момент совершения преступления он был несовершеннолетним, и это спасло его от ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Они чинили всякого рода препятствия, то есть они пытались довести до сведения присяжных заседателей информацию, которая до сведения присяжных заседателей не должна доводиться, то есть о процедуре сбора доказательств. Если эта информация доводится, это является грубым нарушением уголовно-процессуального закона, и закон требует
вплоть до удаления из зала судебного заседания. Каждый из них ничего из себя не представлял ни на тот период, ни в настоящее время. Кто-то получил сроки в местах лишения свободы, кто-то условно. Люди ничего в жизни не достигли, кроме драк, преступлений. Единственное, у главаря на тот момент Никишина родилась дочка, но зная его отношение к ее матери, также к дочке, он проникся к ним только тогда, когда оказался в местах лишения свободы. И только тогда как раз-таки апеллировал, чтобы свидания были, потому что у него есть малолетняя дочь, то есть смягчающие обстоятельства и так далее. Ему было наплевать. Так же, как и всем фигурантам дела, на своих родителей, на своих близких и так далее. Занимались драки, разбой, наркотики и так далее. Присяжные единогласно признали обвиняемых виновными по всем выдвинутым обвинениям. 19 июня 2013 года Верховный суд Татарстана вынес приговор. Все 4 подсудимых были признаны виновными по статьям за убийство и покушение на убийство. Никишин и Хамидуллин приговорены к 15 годам, Зиннуров – к 14 годам и 6 месяцам, Фатыхов – к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Почти 60 лет на всех. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина. Приговор Беляевским стал еще одной победой в борьбе с организованной преступностью в Татарстане. Закон неотвратимости наказания был подтвержден реальными сроками заключения преступной четверки. Но сколько еще нужно бессмысленных жертв и показательных убийств, чтобы закончить эти криминальные войны?